В руках этих атлетов более 40 табличек с названием городов, регионов и стран-участниц международного турнира памяти первого председателя Государственного совета Чеченской Республики Хусейна Исаева. За эти 11 лет турнир имени Хусейна Исаева менялся количественно и качественно, год за годом повышая уровень организации и географию участников. Глава республики, прибывший на соревнования в роли почетного гостя, рассказал о человеке, чье имя носит этот турнир. Я действительно рад, что мы сегодня собрались, чтобы дать дань уважения нашему великому сыну чеченского народа Хусейну Букаевичу Исаеву. Он действительно был патриотом России, патриотом своего народа и ушел из жизни как настоящий патриот. Поэтому я хочу, чтобы все знали, мы чествуем, мы вспоминаем самого великого гражданина России, который самый трудный дни стал на защиту нашего государства. И в тем не менее, самые трудные дни он все делал для того, чтобы поднять уровень дзюдо в нашем регионе. Благодаря ему и его усилиям сегодня мы видим наших спортсменов, которые показывают и в России, и в Европе, и в мире, и в Олимпиадах хорошие показатели. Я желаю вам всем удачи, Рамзан Кадыров и президент Федерации дзюдо России Василий Анисимов получают специальную памятную награду из рук президента Федерации дзюдо Чеченской Республики Эли Исаева. Василий Анисимов дал высокую оценку турниру. Будучи гостем прошлогодних соревнований президенту Федерации дзюдо, есть с чем сравнить. Прошел только год. А уже сегодня мы договорились о том, что мы сейчас будем готовить письмо в Международную федерацию о проведении Кубка Европы в городе Грозном. Потому что уровень соревнования достаточно высокий. И вообще новое поколение, которое мы видим, это действительно реальный потенциал для российской сборной в будущем и уже в настоящем. Поэтому сегодня можно спокойно сравнивать ваш кубок, который проходит в честь памяти Хусейна Исаева, на уровне европейских кубков. Поэтому и гостеприимство, и полный зал, и ваши спортсмены Чечни, и спортсмены из других сегодня стран, и со всей России достаточно высокого ранга. Турнир собрал более 200 участников, причем приехали в Грозный первые номера своих сборных. Ну а сборная России прибыла в Чеченскую Республику чуть ранее и провела тренировочный сбор. Все это опять-таки говорит о международном масштабе сегодняшних соревнований. Сегодня глава республики Рамзан Ахматович отметил и о качестве, и о количестве, и о самих титулах спортсменов, которые участвуют сегодня, участвуют на наших соревнованиях. Сборная России вся. Вот приехали, заодно они проводят и сборы в нашей республике, тоже впервые. То есть вот такой диалог с Федерацией дзюдо России мы выстроили. Да, мол, а этот диалог будет продолжаться, и продолжаться будет в перспективе на улучшение вот стимула и привлекательности именитых спортсменов для участия в вот таких турнирах. И для того, чтобы турнир сам имел уже мировой престиж. Чеченский дзюдоист Адлан Бисултанов является одним из кандидатов в Олимпийскую сборную России. Победа на турнире в Грозном упрочит его шансы попасть в стан национальной команды. Я сделал 4 схватки, все соперники были достойны, и из этих 4 схваток самая сложная была за выход в финал. Соперник был достойный, очень хороший, работал на тактику, но в конце что-то подустал, и я выиграл его каким-то образом. Сегодня завершился первый день соревнований, ну а Адлан Бисултанов принес первое золото в копилку чеченской сборной. Тамерлан Гучигов, Ильяс Якубов, Луиза Юнусова. Новости.